ما از دستاوردهای ورزشکاران تاجیک در بازی‌های تابستانه المپیای Париж 2024 افتخار داریم. Впервые с 2008 года, после Олимпиады в Пекине, таджикские дзюдоисты под руководством нового президента Федерации дзюдо Исмаила Махмадзаира завоевали сразу 2 бронзовые медали на Олимпийских играх в Париже. Мы старались детально анализировать каждое выступление перспективных спортсменов, чтобы понять, как лучше подготовиться к следующим соревнованиям. Это выступление стало настоящим историческим событием для всего таджикского спорта. Сумон Махмадбеков и Тимур Рахимов навсегда вписали свои имена в историю таджикского дзюдо. После триумфа в Париже руководство Федерации дзюдо Таджикистана поставило перед собой новые амбициозные задачи по развитию этого вида спорта в стране. Когда ты встречался с нашим президентом, он пожал твою руку вот так вот, да? Что он тебе сказал? Он сказал, что не расслабляться, потому что впереди еще 4 года есть, надо оттуда уже не с бронзой, а уже шел золотой медалью. В октябре 2024 года Душанбе стал настоящим центром мирового дзюдо. Впервые на таджикской земле прошел IGF Junior World Judo Championship 2024. Турнир собрал более 530 спортсменов из 67 стран. Таджикские дзюдоисты выступили ярко и достойно. Особенно успешно проявили себя Лойк Кутбетдинов, завоевавший серебряную медаль в весовой категории до 60 килограммов, и Мухиддин Асадулоев, ставший бронзовым призером в весе до 73 килограммов. Я думаю, план уже задействовал. Как видите, проводим именно юниорские чемпионаты мира. Именно это подготовка на следующие Олимпийские игры. Я уверен, что у нас будут олимпийское золото. Конечно, уровень дзюдо в Таджикистане заметно вырос за эти 2 года. Мы видим больше участников, которые доходят до финалов. Это чемпионат, лучший чемпионат мира всех историй джуниоров. Таджикские дзюдоисты стабильно наращивают результаты и приносят все больше медалей на международной арене, в том числе на чемпионатах Азии. Особенно ярко это проявилось на Гранд-слэме в Душанбе 2025. Ребята буквально только вернулись с чемпионата Азии 2025 года и сразу же вступили в борьбу за медали домашнего турнира. در گرند دومین بار اشتراک کردم اولین بار است که مدال گرفته شدم و من خیلی خوشحالم با تمام مردم تاجیکستان مبارک باشد. دفعه دیگه کوشش میکنم که مدال طلا را سزاوار شوم و من میخوام در تاجیکستان صف دختران هم زیاد شوند که در چنین مسابقه ها از هر یک دختری ما به سطح اونها در چنین مسابقه ها مدال گیرن. Мы считаем важным привлечь к занятиям дзюдо больше девочек, чтобы создать более инклюзивную спортивную среду. Гранд-слэм Душанбе 2025 вошел в историю как самый успешный турнир для сборной Таджикистана. Наши дзюдоисты завоевали рекордные 11 медалей, из них 4 золотые. Мадина Курбанзада стала первой таджикской девушкой, которая поднялась на пьедестал престижного турнира «Большого шлема». Для таджикских спортсменок это первая бронзовая медаль на таком уровне. Сильнейшая внутренняя конкуренция в республике заметно подняла общий уровень таджикских дзюдоистов. Уже сейчас молодые таланты, такие как Обид Джебов и Мамали Нарали, начинают серьезно конкурировать друг с другом. Это ярко говорит о высоком качестве национальной школы дзюдо. می‌توانیم که نام خود را در تاریخ جودوی تاجیکستان نویسیم. از قهرمانی جهان مدال طلا البته از بازی‌های المپیک می‌خواهیم که مدال طلا به دست بیاریم، پرچم را بلند برداریم. В категории до 73 килограммов практически никто не ожидал, что зажжется новая звезда таджикского дзюдо. Мухиддин Асадулоев ярко заявил о себе и уверенно разобрался почти со всеми топами своего дивизиона. من اسدالله موحدین در این مسابقه گرند اسلم اختیاری را خیلی خوب دیده بودیم. من باوری داشتم که در این مسابقه صدر جای اول میشوم. میاداری خود را با پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمه میرسونم که ما را خیلی دستگیری میکنم و در این مسابقه صدر جای اول میشوم. Завоевывать золото на домашних турнирах для Сумона Махмадбекова уже традиция. Он уверенно прошелся по всем соперникам на большом шлеме в Душанбе в 2025 году и вновь взял золото турнира. Они дают мотивацию такую продолжать дальше, трудиться еще сильнее. И дай бог, я сделаю все возможное, чтобы взять
недостающую медаль с Олимпиады с мира, ну, золотую, да, и привезти ее к себе на родину. Главным украшением турнира в Душанбе стало выступление супертяжеловеса из Таджикистана Тимура Рахимова. Это была настоящая кульминация большого шлема. Тимур Рахимов триумфально завершил турнир, порадовав болельщиков яркой победой. Душанбе Гранд Слэм уже стал топовым событием в мировой серии турниров Большого шлема, наравне с Парижем и Токио. И все это благодаря высочайшему уровню организации и профессиональной работе Федерации дзюдо Таджикистана. На самом деле очень большая работа проделывается, и это видно все для Центральной Азии, всего сообщества дзюдо. Это прекрасное мероприятие. Благодаря нашему президенту Федерации дзюдо Исмаил Мухаммадзоир всегда помогает, всегда он обращает внимание, особенно молодежь. Дзюдо наша в стране очень сильно развивается хорошими темпами. Уровень сегодняшнего проведения этого турнира, я думаю, что в дальнейшем это даст свои плоды, и мы увидим наших ребят на высоком пьедестале на таких соревнованиях, как чемпионаты мира, Олимпийские игры и Азиатские игры. Главным и крупнейшим событием для таджикских спортсменов после Олимпиады в Париже стал чемпионат мира 2025 года в Будапеште, Венгрия. В Будапеште собрались лучшие из лучших мира в дзюдо. Главными фаворитами считались японцы, французы, россияне. В пятерке сильнейших уверенно держался и Таджикистан. Исторический момент. Человек, которого все называют кошмаром дзюдо, Абе Ефуми, против которого Эмомали Нурали вышел на Олимпийских играх и сломал себе кисть. Джебов против Абе Ефуми. Абе Ефуми не знал поражений с 2018 года. И победа Джебова стала главной сенсацией чемпионата мира в Будапеште. Все называли Абе кошмаром, но ты сегодня был кошмаром для него. Он начал бедрить, а я его сконтрил. Чувствую тоже в этом моменте. Получил, да. Абе последние 8 лет никому не проиграл, но сегодня система таджикского дзюдо на мировом арене на первом месте. Полуфинал чемпионата мира превратился в таджикское дерби, ведь Эмомали Нурали уже ждал победителя схватки Джебов Абе. В поединке за выход в финал Эмомали во второй раз одержал победу над Джебовым, но в итоге уступил другому молодому японцу и упустил золото чемпионата мира. А убит Джебов в борьбе за бронзу уверенно разобрался с мощным французом, не оставив шансов Валиду Хияру. В итоге пьедестал чемпионата мира превратился в настоящее противостояние Таджикистана и Японии. расонаҳои интернетӣ навиштагианд ки тоҷико дунёро дар ларза оварданд ба ҳамин гӯштини имрӯзашон. ҷигитҳои мо дар сатҳи дунёӣ, дар сатҳи дунёӣ якдигарро конкуренсия создавад менанд, медалҳоро тақсим мекунанд. Алҳамдулиллоҳ. Тоҷикистон! Айма подпис намекунад, раис. Касе мана намешнос, айма касе подпис намегирад. Муҳтарам раис, барои халқи Тоҷикистон чӣ гуфтанӣ доред? муборак шавад. Ҳамраи финал баромадан худаш таҳричи Ташаккур, муҳтарам раис, барои дастгиритон. Я просто в восторге от того, что уделяется так много внимания дзюдо, и результат прям серьезного уровня. В мое время, когда я боролся с Таджикистана, спортсменов было по пальцам пересчитать. А сейчас у нас, смотрите, призеры мира, Олимпиады, это супер. Наш тяжеловес Тимур Рахимов сенсационно выступил на чемпионате мира. В первом круге Тимур уверенно выиграл
выигрывает у австрийского спортсмена. Однако в четвертьфинале он встречается с сильным монгольским дзюдоистом. Уступая по оценкам Юка и Вазари, Рахимов сумел переломить ход поединка. За 40 секунд до конца встречи он проводит эффектный бросок учимата и удержание. Тимур показывает настоящий характер. В полуфинале он уступает Иналу Тасоеву из России. چی نرسید برای تیمور رحیموف که اینال تسویف را مغلوب کنند. قبل از اومدن در هر یک مسابقه هدف من این به دست آوردن مدال طلا میباشد. اشتباه ما رو تسویف اینال استفاده برده ما رو مغلوب نمود. Он мой ровесник, хороший парень, перспективный. Он бронзовый призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира. Это один из топов нашей весовой категории, так что ему только успех. Но в поединке за бронзу Тимур уверенно справляется с опытным представителем Азербайджана, Какуури. В итоге Рахимов завоевывает первую в своей карьере бронзовую медаль чемпионата мира. Вы легенды уже, я уже история, а вы легенды. امروز من همون مغلوبیتی که در چمپیونات آسیا بود در دور اول او را مغلوب نمودم و راه یافتم و دور دیگر و خوشبختانه مدال برنجی را به دست آوردم که این مدال برای من از مدال طلا نیز بالاتر است. این پیروزی را من با پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میبخشم که تمام شرایط ها رو برای ما فراهم آوردن که تاجیکستان دولت صاحب استقلال است و ما میتوانیم آمده در چمپیونات جهان اشتراک کنیم و معرفیگر دولت و ملت باشیم. هدف ما این بالا برداشتن پرچم تاجیکستان عزیز است. شعار یگانگی هر یک ورزشگر، هر یک شهروند این است: تاجیکستان با پیش. Как вам результат таджикских Отлично, дзюдоистов? вы шикарные, вы лучшие. Вы что-то невероятное делаете в этой истории дзюдо. Неужели Стан выходит вперед всей планеты всей? Самое главное, что всегда наш президент Федерации дзюдо Исмаил Мамадзоевич всегда с нами, он помогает нам. Таджикское дзюдо ярко начало 2026 год с официального старта чемпионата Азии в Китае. Мадина Курбанзада – новая надежда таджикского дзюдо среди девушек. Она полностью оправдала свой высокий статус и завоевала первую в истории бронзовую медаль для Таджикистана среди женщин. احساسات خیلی گفتم اینا فقط من خودم میفهمم مربیان میفهمم ورزشگرا اینا گفتن نمیشه. جای ننگ ناموس باید که مدالم بگیرید. بعد از شکستن باشد باید مدال بگیرید. ولی وعده میدیم انشاءالله که دفعه دیگر در اینجا با فینال بریم. مدینه به هر یک برآمد خوب نشان داد. باوری داریم که در مسابقه‌های آینده نیز چنین نتیجه‌های بلند به دست بیاوریم. Два таджика в финале чемпионата Азии. Таджикское дерби. Противостояние Эмомали Нурали и Обида Джебова в категории до 66 килограммов уже стало настоящей традицией. Финал между двумя таджиками на чемпионате Азии – это огромный авторитет для таджикского дзюдо на мировой арене. دنیای جودوی اسطوره جمونده با پیش هر دو اینا فرزندای تاجیکن. محمدبک، محمدین اینا فرزندای ما هستند. امروز محمدین برومد غالب برای بیرق تاجیکستان گیمین تاجیکستان برای ما یک فخر کلان است. В категории до 73 килограммов Мухиддин Асадулоев, новая надежда и лидер таджикского дзюдо, в финале сенсационно победил другого этнического таджика Махмадбека Махмадбекова, который выступает за сборную Объединенных Арабских Эмиратов. Два таджика в финале чемпионата Азии 2026 продемонстрировали абсолютную доминацию таджикских дзюдоистов на континенте. Мы гордимся вами обоими, гордимся. Весь таджикский народ гордится вами обоими. Уже легенда таджикского дзюдо Сомон Махмадбеков второй год подряд выходит в финал чемпионата Азии и завоевывает для Таджикистана серебряную медаль. Только недавно обсуждали за столом, только что с нашими друзьями, что Таджикская федерация просто выросла
немерено выросла. Вот эти вот крайние 2-3 года это просто нечто. Это супер, это большой труд вашей федерации. Я считаю, это большая заслуга. Я очень рад. Доминация таджикских дзюдоистов на крупных международных турнирах не остается без внимания. Президент Федерации дзюдо Таджикистана Исмаил Махмадзоир лично отмечает их успехи. Глава Федерации дзюдо и Министерство спорта Таджикистана торжественно встретили триумфаторов в международном аэропорту Душанбе. Спортсменов встретили с почестями и наградами. Бахридина Джалолова. Фильм, снятый при поддержке Русмостранс Логистик.